Сколько раз вам доводилось бывать в красной зоне? В последнее время очень часто звучит этот вопрос. 30 раз, говорю я. Вот сегодня 31 раз мы в красной зоне. Мне несложно ответить на этот вопрос. 30 раз, не 3000 раз. А вот тем людям, которые работают здесь, в этих стенах, ответить на этот вопрос очень сложно. Во-первых, они просто не знают. Во-вторых, зачем им было считать? Их 30 раз и мои 30 раз – это две совершенно разные вещи. Я 30 раз заходил, они 30 раз, как минимум, в месяц провели целую смену. Целые смены – это от 4 до 6 часов. И поэтому сегодня я постараюсь в течение 4 часов, как минимум, не снимать с себя вот это все мое облачение. Не потому, что я хочу акцентировать внимание на себе, я этого делать не буду, расскажу лишь в конце о своих ощущениях, а потому что, кто-то же должен, наконец, побывать в этой шкуре, потому что врачи, к сожалению, они не очень любят об этом говорить. Реанимация госпиталя 12-й горбольницы. Мы проведем здесь 2,5 часа из 4. С нами 2 врачей, несколько медсестер, санитарки. У них обычная 4-часовая смена, у нас экзамен. Даже год спустя находиться подолгу в этих стенах непросто. Вы уже привыкли вот к этому, потому что мы представляем, что вам тут довелось видеть, всякое. Нет, не можешь привыкнуть. Тяжело. Кто-то в сознании, кто-то нет и никогда уже не будет в сознании. Они не видят своих спасителей в лицо, а многие никогда не увидят. Из реанимации, увы, возвращаются не всегда. Мы говорим это сами, потому что врачи неохотно говорят на подобные темы. Их профессия заставляет их бороться до последнего патрона. Раздышался, нет? Полегче дышать стало? А? Полегче дышать стало? Да. Здесь, по большому счету, получается, как на войне. Вот, то есть каждая смена, она как на войне. Каждый раз, получается, мы боремся за жизнь каждого пациента. По сути, работа идет, конечно, на износ. Вот, каждая думает, да, тяжело так, да, но каждый раз выходишь после дежурства, вот, ты стареешь, то есть сидишь. У нас есть молодой доктор, он уже весь седой. Вот. Это то есть за год. За каждого в отдельности мы переживаем. Есть такие пациенты, фамилии которых мы запоминаем очень надолго. То есть, и я говорю еще раз, когда они выписываются, это для нас, наверное, самая высшая благодарность, которая существует. Здесь самая страшная вирусная нагрузка, которая только бывает. Да. И вы каждый день вот это все в себя. То есть, это ведь действительно риск очень большой. Все равно и мы боимся тоже за себя, и персонал, куда деваться. Мы выбрали эту профессию. Есть больные, которые лежат здесь месяц-два, здесь, в реанимации. Есть истории чудесных спасений, но их лишь несколько. Чаще всего им приходится видеть неизбежное. И не всегда это ожидаемо даже для них самих. Допустим, вот сегодня вот у него все хорошо, там он лежит, дышит, там он даже сам пациент, он себя ощущает прекрасно. Они иногда не понимают, что какие-то вот катастрофы у них происходят, но при этом может происходить ухудшение прямо на глазах, то есть в течение 2-3 дней даже вот. Остальные 70 пациентов госпиталя 12-й горбольницы в палатах. В этом году здесь видели лишь 6 человек, получивших оба компонента вакцины. Они не задержались в этих стенах. Все, кто сейчас здесь, беззащитны. И именно здесь, в шаге от пропасти, они начинают это понимать. Очень много фейков, оказывается, распространяют и по интернету, что не надо делать вакцинацию
Теперь я пришла совершенно к противоположному мнению. До этого я еще была согласна, что не надо ее делать. А сейчас на 100% уверен, как я выйду через полгода, как сказал врач, и обязательно вакцинируюсь. Но фейки-то касаются того, что вот здесь якобы среди вот всех, кого вы здесь видите, якобы все лежат привитые. Нет. Это так? Я не привитая. Вы тоже? Да, я была уверена, что не надо прививаться. И именно здесь люди начинают говорить о тех, о ком им еще не приходилось даже думать. Мы очень благодарны этой больнице, медперсоналу и врачам за их труд. Они в таких условиях работают, такая жара, в таких одеждах ходят. Мы восхищаемся ими. И я думаю, каждый здесь, кто лежит в палате, согласен с этим. Я просто восхищаюсь их мастерством, их самоотверженностью. И еще такое вот тепло передают через эти перчатки. Тепло? Маленькие, теплые ручки, я не знаю. Большое спасибо. Теплые? И у вас теплые руки. Да? Тоже? Очень теплые. Но вы всегда теплые. С экрана тоже. А, вы меня узнали Очень даже, приятно, да? Дышать тяжело, уши уже болят. 3 часа я уже здесь нахожусь. Закладывает. Глаза уже слезятся, вообще тяжело. И жарко, конечно, И вообще жарко, молчу да. об этом даже. Жарко, слабость, хоть пить хочется. Мы же, врачи ведь такие же люди, как И все. пить нельзя, не могу попить. Да. Все такие же люди, как я всем пытаюсь объяснить. Врачи те же люди, те же потребности. И пить хотят, и жарко, и когда мы в палате вот обход делаешь, больные там начинают жаловаться: ой, нам жарко, нам то. Стоишь на них и смотришь, если бы ты знал, как нам жарко в этих костюмах. Но нам приходится об этом умалчивать и их подбадривать, успокаивать. Ну что, вот так выглядят врачи через 4 часа после начала смены. Вы можете видеть все на моем лице, вот эти все шрамы. Страшно болят уши, нос, вообще болит практически вся голова. Но я не представляю себе даже не то, что я выдержал эти 4 часа, это можно сделать. Я не представляю себе, что завтра все это может повториться. И пытаясь вжиться в роль вот именно врача, я, наверное, вот эта мысль приводит меня просто в какой-то ужас. И, наверное, вспоминая, о чем мы говорили сегодня там, в этом госпитале, я делаю вывод о том, что действительно ведь и врачи, и пациенты практически сроднились в этих стенах. И, наверное, действительно, вспоминая о том, о чем они нам сегодня говорили, они действительно чувствуют себя практически одинаково. Они практически в одинаковых условиях. Каждому из них нечем дышать. Каждый знает, что такое ковид и отсутствие воздуха. Александр переболел еще в прошлом году. Тамара сама прошла через реанимацию, уже в качестве пациента. Они все знают. Поэтому эта семья из ковидного госпиталя самая здоровая из возможных семей. Они муж и жена, Тамара и Александр Зимины. И это возвращение к жизни, обычной жизни с 2 детьми и где-то вне больничных стен. Такое бывает нечасто. В этой жизни они стараются не думать о других. Но и это ненадолго. Получается, что мы даже иногда на работе видимся с ней чаще, чем дома. Такое есть. Ну и все-таки в плане вот работы вместе все равно стараемся рабочий момент оставлять на работе. Дома дети, дома семья, дома другие немножко заботы, поэтому стараемся. У антигероев никогда нет имен. У героев они есть всегда. Теперь мы знаем и эти имена. И видим, наконец, эти лица. Лица тех, кто заботится и о других людях. Ведь как мало сегодня таких. Как чудовищно мало готовых пожертвовать собой ради общего блага. Мы, обыватели, так и не разглядели сил динамических ни в том, что происходит,
не в тех людях, что противостоят сейчас этой неопределенности. Мы слишком много и слишком многое думаем о себе. Но ровно до тех пор, пока мы дышим сами. Заблуждение приходит без труда, у горьких истин есть своя цена, и от многих представлений люди избавляются, увы, слишком поздно, как бы они ни старались. Но кроме них у вас нет никого, и они будут биться за вас, чего бы им это ни стоило. До последнего патрона на этой великой, оболганной битве. Вся наша страна тоже так же, как и мы все, это наша семья. Все мы члены этой семьи, да. И хочется, конечно, пожелать людям не быть эгоистами в этом мире, а смотреть друг на друга, понимать друг друга, беречь друг друга, хранить. Да, хочется, чтобы люди смотрели больше друг на друга, чувствовали друг друга больше, были внимательнее друг к другу. То есть и хочется, чтобы эта семья была более плотной, более крепкой, более сплоченной. Михаил Любимов и Андрей Мохов. 7 дней.